Смотрите в этом выпуске проекта «Своих не бросаем». Надежный тыл Башкортостана. Сколько человек объединяет? У нас в наших соцсетях более 3500 людей. Мы делаем окопные свечи, сухой душ, сухие сублимированные супы, браслеты выживания, сети. Вы недавно вернулись из зоны специальной военной операции. Как прошла ваша поездка? Я понимала, куда я поехала. Самое сложное это было видеть глаза ребят. И вот в этот момент я уже все, я сломалась, я проплакала. Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – один из организаторов движения «Надежный тыл Башкортостана» Юлия Халилова. Приветствуем вас. Здравствуйте. Юлия, вы недавно вернулись из зоны специальной военной операции, куда ездили с гуманитарным конвоем. Расскажите, как прошла ваша поездка? Я понимала, куда я поехала. Эти взрывы, эти содрогания, я понимала и знала, что первый раз страшно, а потом уже ты привыкаешь ко всему. Мы объехали очень много позиций. Самое сложное это было видеть глаза ребят. На крайней позиции, когда уже с ребятами прощались, когда уже говорили, обещаем вернуться живыми и здоровыми, вот тогда уже я поняла, что, возможно, я кого-то из них вижу крайний раз. И вот в этот момент я уже все, я сломалась, я проплакала. Тоже ребятам не показываешь этого, потому что ты понимаешь, что это ты должна дать им веру, то, что все хорошо. Потому что ты видишь, как они радуются. То, что для них не важно, что ты привез, для них важно, что ты приехал. Вот девочки пекли баурсаки, все это пахнет домом. И они прям с такими лицами, это все получали. И когда они нюхали, говорят, домом пахнет, домом пахнет. Вот даже когда мы передаем эти маленькие мешочки с травами Башкирии, когда они в кармане это хранят, они достают и говорят, мы понимаем, за что мы сражаемся. Кусочек Башкирии. Да, это привет из дома. Когда мы все это, каждую точку проезжали, я звонила девчонкам по приезду уже в гостиницу и говорила, девчонки, действительно, все, что мы отправляли, все получается. Ребята настолько благодарны. Причем я попала... Все нужно, много не Да, бывает, причем я попала именно в тот госпиталь, куда мы недавно только отправляли посылки. То есть мы записываем видео, я говорю, «Надежный тыл Башкортостана», они проговаривают, а мы же, говорят, недавно для вас видео записывали. Мы же недавно от вас, говорят, посылки получили. И я говорю, это серьезно? приятно, да? Я говорю, серьезно? Я говорю, а вы меня знаете? Он говорит, нет, вас не знаю. Я говорю, Ксюшу нашу знаете? А Ксюшу вашу знаем. Я прям растеклась, я говорю, все. То есть это действительно, не просто так где-то какие-то неизвестные, да, это они получали. Но все, я на такой ноте, я все эти дни прям ходила вся такая воодушевленная. По приезду домой уже сердце осталось там, я просыпаюсь у себя дома в своей теплой кровати. И я 2 дня просто проплакала, потому что мне было очень тяжело собраться. И когда только уже следующий запрос, уже тут ребята в отпуск приехали, я передаю им еще посылки, мы собирали на грязевые колеса. Юлия, а что внутри посылок? Что везли в этот да. раз, когда ездили? Это были универсальные посылки, то есть там были и вязаные носки, и поделки от детей, письма. Обязательно в каждой коробке были письма, обереги, браслеты выживания, тушенка, сгущенка, то есть... Где-то даже мыльно-рыльные принадлежности, да, конечно. Да? Все, что у нас было, мы собирали, было около 60 коробок, и в составе Кигинского гумконвоя ездили. И не только мы лично вручали, то есть каждому бойцу, это то, что привет от надежного тыла, привет от наших волонтеров. Да, из волонтеров, республики. тех, кто помогает. А у вас были индивидуальные аптечки. Чем они отличаются вообще от других аптечек? То есть мы знаем, что вы их формировали сами. Тактические аптечки это для... То есть каждое подразделение, у них свои задачи. Если брать танковые войска, да, там нужно больше от ожогов, Да. от эти всякие пластыри. Поэтому каждая аптечка формируется индивидуально. То есть штурмовым, например, им больше надо жгутов и бинтов. Да, но в любом случае мы в каждую аптечку вкладываем жгут альфа. Почему именно жгут альфа? Потому что когда руки в крови, они мокрые, они скользят, а альфа позволяет лучше, чтобы не скользило. За столько время работы вашего движения вы уже прям в тонкости все знаете, что лучше, что нужно. Да, у нас есть в команде девочка Альбина Исламова, она как раз-таки у нас заведует медициной, общается со всеми волонтерскими организациями, которые непосредственно именно по медицине. И
мы у них закупаем. Потому что то, что продается здесь в аптеках, в каких-то магазинах, не совсем то, что нужно, не совсем качественно. Поэтому пусть это будет дороже, но пусть это будет качественно, потому что на здоровье экономить нельзя. Уверена, что за все это время ни одну жизнь мы помогли спасти. Юля, вы упомянули, что вы ездили вместе с главой Кегинского района, Зухра Градиенко. Она писала в своих соцсетях, да, что там такие контрасты в зоне СВО. С одной стороны танки и окопы, с другой стороны люди готовятся к дачному сезону. Вот вам как были эти контрасты? Когда мы заезжали в Мариуполь, с левой стороны там город цветет, все восстанавливается, красиво, а с правой стороны разруха. Когда, я же говорю, мы объезжали несколько точек, передавали посылки, проходили, у нас посылки стоят, мы ждем бойцов, и проходит дедушка и говорит: а вы продаете, можно купить? Мы говорим: нет, мы для бойцов. То есть он собрал мелочь в руку, вот так говорит: можно мне воду? А мы там воду передавали, для бойцов привезли. И мы говорим: не нужно нам ничего, заберите. То есть он говорит: а можно еще тушенки, а можно еще, говорит. То есть у них прям есть дефицит вот этого всего? Да, там? вот мы стояли возле магазинов, которые были закрыты, там режим работы до 15:00. Когда мы стояли в Северодонецке, к нам подошел батюшка. Он увидел то, что у нас лопаты лежат. Можно, говорит, у вас попросить лопаты? Зухра Мавлидбаевна передала ему 2 лопаты, а они нам, в свою очередь, передали птички, сделанные из теста, да, которые уже после молитвы. Говорит: пусть оно вас Бережет. Бережет, да, в дороге, то есть поешьте. Все настроены с добром. Это очень здорово, что позитивно воспринимают и наших волонтеров, и Да. наших бойцов. И бойцы, которые были у нас здесь в студии, они тоже отмечали, что часто помогают местному населению с той же провизией и так далее. И большое, конечно, спасибо нашим волонтерам, которые отправляют все это, помогают собирать в зону СВО. Знаете, вот еще что хотела отметить, наверное, хотела все-таки благодарить работу волонтеров, которые туда приезжают и все это делают. То есть с нашей стороны, для меня это был опыт увидеть с той стороны, как работает. Когда мы здесь открываем сбор, что-то закупаем по запросам ребят, формируем те же самые кучки, так сказать, мы думаем: все, наша работа закончена, ой, какая у нас сложная работа. Оказывается, еще нужно довести, выгрузить там, еще раз сформировать все эти кучи и передать ребятам, никого не забыв. Был очень большой опыт, на самом деле, такой большой командной работы. И я прям была восхищена, что именно поехала с ними и вот все это увидела своими глазами, вместе с ними поработала. Сплоченность – это здорово. В составе гуманитарных грузов отправляется многое из того, что волонтеры делают своими руками. Сейчас предлагаем посмотреть сюжет об одном из таких волонтеров. Вот такими брикетами топлю печку, буржуйку. Моя печка тоже сам делал. Вот здесь вот плавится парафин. Мастерскую по изготовлению окопных свечей Фанус Салимгареев оборудовал в своем гараже. Здесь уже давно нет места для машины. Сначала уфимец изготавливал различные фигуры из подручных средств. Самая масштабная работа – точная копия чужого, сделанная из металлических конструкций. После нее Фанусу Салимгарееву захотелось сделать что-то, что приносило бы пользу нашим бойцам. Видел по телевизору, что делают такие свечи, то что они очень полезные, то что вроде такая вот маленькая свечка дает столько тепла, горит около 8 часов. И вот тоже захотелось попробовать. И так и начал делать. По профессии Фанус Салимгареев – слесарь-ремонтник. Все свободное от работы время он посвящает изготовлению окопных свечей. Приходит в гараж после работы, проводит здесь все выходные. Отработанный картон для свечей берет в магазинах и торговых центрах. Жестяные банки собирают по знакомым, помогают и волонтеры. Деньги на парафин перечисляют неравнодушные жители. Часто Фанус вкладывает и свои средства. Виды свечей есть. Вот картон, когда заправляется улиткой вот так вот. Есть. Можно вот так вот заправлять снежинкой. Вот 2 разных вида. В общей сложности Фанус Салимгареев изготовил уже больше 1000 блиндажных свечей. И эта цифра растет с каждым днем. Помимо этого, для отправки на передовую уфимец делает и печки-буржуйки. На это идут пустые газовые баллоны или металлолом. Внутри еще заварены пластинки для лабиринта, чтобы пламя прямиком не уходило. Для удобства переноски вот приварил такие ручки из прутков.
С приходом тепла Фанус Салимгареев планирует переключиться на изготовление маскировочных сетей и хочет изучить, как делать сухой душ. Ведь это все очень нужно нашим бойцам на передовой. Юля, мы только что посмотрели сюжет о Фанузе Салимгарееве, волонтере, который все делает сам своими руками. Вы, когда начинали, несколько лет назад, вы тоже начинали малым составом. А на сегодняшний день «Надежный тыл Башкортостана» сколько человек объединяет? У нас в наших соцсетях более 3500 людей. То есть это те волонтеры, которые практически ежедневно трудятся у нас. Мы делаем окопные свечи, сухой душ, сухие сублимированные супы, браслеты выживания, сети, костюмы лешего. То есть мы объединили людей, которые хотят помогать. Очень много людей, которые хотят быть полезными, хотят также приближать победу. А вы все где-то в разных местах и потом все вместе собираете волонтерскую помощь? Потому что большое количество людей всем за раз в одном месте уже нереально собраться. У нас по республике более 50 точек сбора, где люди собирают гуманитарку у себя дома. А далее эта гуманитарка поступает к нам на склад на Менделеева 1. Также у нас есть производственный склад на Свободы 9, который предоставил нам город, то есть администрация города Уфа. И там у нас как раз-таки и свечи заливаются, и сети плетут, сухой душ, обереги какие-то. Люди приходят с детьми, бабушки. Да, когда вот у нас есть свободное время, мы собираемся и какие-то посылки, то есть организовываем отправку, да. Конечно же, отправляем бойцам. Артур тоже с первых дней, я так понимаю, так ведь в этом движении «Надежный тыл»? Ну да, с самых первых движений. Меня вот пригласила... С 22-го года мы вместе с Артуром. У нас есть Олеся, она педагог, получается, Артура. Как раз-таки на тот момент я вернулся с ВО, и она спросила, а что нужно там бойцам? Вот, говорит, расскажи нам все, и мы по тому, что ты нас научишь, мы будем работать. Это очень здорово, что да, смог такую и объединился помощь оказать. с группой волонтеров. Я очень рад, что меня приняли в такую команду. А скажите, пожалуйста, кто хочет тоже присоединиться к вашему движению, как можно это сделать? Можно найти нас в соцсетях. У нас есть группа ВКонтакте, называется также «Надежный тыл Башкортостана», в Телеграм-канале. Ну, соответственно, те, кто хочет помочь и оказать помощь там, финансовую и материальную, те же самые контакты, так ведь? Да. Юля, мы знаем, что в вашей волонтерской деятельности вам помогает ваш супруг. А вот если бы его призвали тоже на СВО, не думали об этом? Конечно, думали об этом. У нас уже в сентябре 22 года все было закуплено, подготовлено. Честное слово, он в прошлом году летом только все это отнес, отдал. Я говорю, в любом случае, если вдруг ты соберешься добровольцем туда, мы в любом случае все купим, и ты поедешь. Говорю. Безусловно, ту помощь, которую он оказывает здесь, это тоже очень многое значит. И на этой позиции сейчас он может быть даже важнее и нужнее, да? Намного. Все-таки мужская сила же тоже нужна. Да, те у же нас посылки собирать. Генераторы, да, буржуйки, они очень тяжелые. Наш коллектив состоит практически из женщин, да, из бабушек, из детей. И мужская рука очень нужна. Нам помогают очень ребята из Народного фронта. Они приезжают, помогают выгружать. Поэтому без мужчин очень сложно. В общем, дружная, сплоченная работа. Да. Замечательно. Успехов вам в таком важном и нелегком деле. Спасибо. А всех желающих помочь мы рады принять в наши ряды. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.